Всем привет! Приветствую вас на своем канале Астарта Сантьятара. И сегодня мы с вами делаем расклад традиционный на недельку на короля, бубновый, трефовый и червовый. Неделька у нас с 14 по 20 октября. Выбирайте свой вариант, как обычно. Я перехожу к варианту номер 1. И первый вариант трактуем для вас и король бубновый. Выпал у нас сразу в первой же триаде. И поэтому, смотрите, заходит он в период. Партнером я назначила ему даму треф. Заходит он в период с переживаниями за некую даму червовую. И также злостью на себя и какие-то на свои хлопоты, в общем, с раздражением на себя. Также тут может быть... Переживает он за плохое самочувствие этой дамы червовой. Кто это? Решать вам. Если вы точно знаете, что это любовница, то это может быть она. Если же нет, то это может быть родственница, подруга, сестра, коллега по работе и так далее и тому подобное. Смотрим дальше. Единички трактуем для вас. И на сердце у нашего короля свой интерес, какие-то за переживания за свой интерес, либо за поступление какой-то крупной денежной суммы. И под сердцем у него разговор с вами в голове. Свидание с вами, но почему-то в этом свидании он получил, возможно, какие-то сплетни, разговоры у вас были, кого-то вы обсуждали, и какой-то нечаянный интерес он получил от вас в вашем свидании. И также мог немного раздражаться и злиться на вас. В ногах сильная злость на себя, раздражение на себя и переживание. Что-то он собой недоволен, наш король. Также смотрите, если ваш партнер верит, не знаю, в эзотерику, обращается к каким-то практикам, тут может быть также он обращался, вел какие-то разговоры, переговоры, консультации с неким практиком дама пик и за свои переживания, за какие-то свои чаяния, надежды и так далее. Что было? Был ли ваши любезности в ранней дороге? И также был разговор в ранней дороге с дамой червовой, которую мы видели в предыдущей раскладочке. Также дама червовая хлопотала за чаяния и надежды нашего короля. И также наш король был с любовью к любезностями к вам. Это было в прошлом. Что будет? А будет он сильно злиться опять же на себя и на свои какие-то пустые хлопоты. Тут раздражение и злость на себя. Опять же, вот смотрите, что-то он прям сильно недоволен. Возможно, где-то накосячит или еще что-то. До конца не продумает свои действия и слова и будет злиться на себя. Но все это злость, все это пустое. Зря только будет себя накручивать. Далее ваш интерес. Вы к нему со своим интересом, к нашему королю. Если живете вместе, то вот ваш местный дом. Если нет, то вы просто к нему со своим интересом. И также в ранней дороге наш король будет хлопотать за вас. И главная линия, вектор, да, недельки, что будет? Будет какой-то казенный король. Также будут ваши чаяния и надежды. Дама червовая со своим интересом. И какие-то новости она принесет, либо какие-то бумаги. Вот даму червовую наш король получит. И смотрим дальше. Последняя раскладочка, дорогие единички. И для нашего короля хлопоты дамы бубновой, которую мы видели в первой раскладочке, но будет он как-то злиться на нее, раздражаться на хлопоты на эти. Что-то она ему вот поперек горла встанет. И ваш интерес для дома. Пусто он будет хлопотать за какие-то пустые хлопоты, видимо, домашние, бытовые. И также будет он хлопотать за интерес этой дамы червовой. Видимо, вот она к нему лезет со своим интересом, что-то от него требует, его что-то мучает, турзучит. И
он будет за нее хлопотать в доме, за ее интерес, потому что вот здесь она его прям раздражает, злит она его, хочет он от нее быстрее отделаться. На сердце у него какие-то новости, какие-то бумаги, свидание с этими бумагами. Видимо, он ждет каких-то новостей, каких-то бумаг для него очень важных, и он за них очень-очень сильно переживает. Это такой вот некий эгоизм у него на сердце, он сам и никого кроме него. Что было? Был в ранней дороге разговор с этой дамой Червовой, и также были вы со своими чаяниями и надеждами. Что будет? Будет свидание с вами, встреча с вами, но почему-то он будет раздражаться и злиться здесь на вас. На пороге, что случится вот-вот. Вы к нему со своими любезностями в ранней дороге, и также некий какой-то казенный король. И успокаивается он разговором с вами. Смотрите, что здесь казенный король. Возможно, если он ждет какие-то бумаги из каких-то официальных инстанций, госучреждений и так далее и тому подобное, то этот король, скорее всего, вот он появится вот-вот уже на пороге. Это был, дорогие мои, вариант номер 1. И я желаю вам на этой недельке, конечно, всего самого хорошего, благополучия, успехов, любви, здоровья. Будьте здоровы, будьте любимы, берегите себя, берегите своих близких. И я перехожу к варианту номер 2. И двоечки вариант для вас, и король трефовый. С чем же заходит он в период? С какими-то в ранней дороге, с какими-то разговорами и переживаниями эмоциональными. Возможно, за свою любовь, за какие-то свои дела. Кстати, партнером для него я назначила даму Бубновую. Также здесь какие-то разговоры. Скорее всего, с вами, дорогие мои дамы Бубновые, вы, конечно, здесь не выпали, но вот смотрите, в ранней дороге тут вы, скорее всего, и он переживает за ваш разговор какой-то совместный, за отношения с вами. И также здесь какой-то большой, крупный разговор у него будет, такой вот эмоциональный, скорее всего, за какие-то отношения, за любовь, либо в дальней дороге, ближе к концу недели, либо за дальнюю дорогу. Вот как-то так. Смотрим дальше. И двоечки, дорогие, трактуем для вас. И на сердце у нашего короля хлопоты либо короля, либо дамы Червовой. И под сердцем свой личный интерес. В голове вы, злость на вас, раздражение на вас и свидание с героем и червовой масти, или с дамой или королем червовыми, либо обоими героями червовыми, да. И также смотрите, если вы практикуете, если вы эзотерик, либо наш король просто верит во все эзотерическое, да, тут может быть просто он обращался к некому практику, к некому эзотерику. Тут может быть не злость на вас, а просто вот его обращение. Да. В ногах у него любезности червовой масти, король либо дама червовые, и также хлопоты его за какие-то бумаги, за какие-то новости. Что было? Получил он нечаянный, большой, очень большой, крупный интерес от червовой масти. Вот от них, смотрите, от этой вот червовой парочки. Дальше что было? Был разговор, свидание с вами, встреча или свидание с вами, и были какие-то с вами разговоры. И смотрите, совместные, как выпали интересно, червовый туз и трефовый туз. Это какие-то совместные дела нашего короля трефового с червовой мастью, с королем или дамой червовой. Так они вместе выпали, и тут для каждого из вас будет разная трактовочка. Для кого-то будет просто там дама червовая, решать вам, кто это. Если точно знаете, что любовница, то это может быть и она. Если нет,
то это какая-то родственница, подруга, коллега по работе, не знаю, операционист в банке, юрист, бухгалтер, ну, в общем, все что угодно. Так, дальше что будет? Будет он как-то, какие-то у него пустые хлопоты, и ваши хлопоты для него идут пусто. И интерес это его червовой масти у него также. Дама или короля червового. Также будет он переживать за себя, за какой-то свой интерес. Также здесь может быть какое-то некое плохое самочувствие, возможно, ну, такое недомогание. И смотрите, совместная дорога ранняя, опять же, смотрите, как интересно выпало. Здесь туз червовый и туз трефовый, да, и тут, смотрите, шестерочки, червовый и трефовый. Тут опять же совместная дорога, либо мелкие какие-то совместные дороги с червовой мастью. Так, смотрите, если здесь кто-то уверен, что есть третье лицо в отношениях, но опять же, смотрите, это расклад не личная консультация, это все-таки расклад на большое количество людей. Расклад буду смотреть, там, я не знаю, десятки, сотни человек, и поэтому не нужно тут сразу бросаться с кулаками на своего партнера. Тут смотрите, если вы точно уверены, что есть третье лицо, я протрактую для треугольников. Смотрите, тогда как получается? Под сердцем у него свой интерес, на сердце хлопоты и переживания за свою любовницу. Да? В голове у него злость на вас и свидание с дамой червовой. В ногах любезности дамы червовой, и будет он так же, как я и говорила, хлопотать за какие-то бумаги, за какие-то новости. Что было? Была эта дама червовая со своими чаяниями, надеждами, и он получил от нее какой-то нечаянный, большой, крупный интерес. Также здесь были свидания, разговоры с вами, и опять же, смотрите, и какой-то совместный интерес, совместное свидание. Что будет, да? Какие-то пустые хлопоты, ваши пустые хлопоты, ему пусто, будете вы хлопотать за своего короля, но он как-то пусто к этому, безразлично, индифферентно как-то к этому будет относиться. И будет интерес этой самой дамы червовой. Также будет переживать он за себя. И смотрите, опять же, совместная дорога с дамой червовой у него будет вот-вот, уже совсем-совсем скоро. Дальше. Теперь для всех трактовка. Главная линия этой недельки для него — это будет он переживать за себя, злиться, раздражаться на себя, на свои чаяния и надежды и на свои любезности. То есть на свою любовь, ну вообще к себе, к жизни и к вам, и к даме червовой, и так далее, и тому подобное. Вот смотрите, примеряйте на себя. Смотрим дальше. И последняя раскладка для двоечек король трефовый. Для него разговор с вами в совместном доме, если вы проживаете вместе. А если нет, то просто разговор с вами, и это, видимо, будет какой-то крупный большой разговор, потому что он будет злиться и раздражаться. Опять же, смотрите, если он не верит в эзотерику, да, обращается к практикам, то тут он может просто с вами обсуждать некого практика и обращение к некому практику, либо что этот практик ему сказал, потому что в предыдущей раскладочке я говорила, что он может обращаться уже к нему, да. Для дома. А вот для дома, смотрите, как интересно, здесь в ранней дороге будут любезности короля червового. Кто это, решать вам. На сердце свидание с вами, свои чаяния и надежды получить за какой-то свой большой и крупный интерес. Что было? Были хлопоты дамы червовой и ее интерес. Что будет? Будет он
сам что-то, какие-то эгоистичные такие нотки, опять же, сам с собой что-то думать, обсуждать, разговаривать, планировать, анализировать и так далее, но все это пусто. Это пусто, и также будет он как-то хлопотать, какие-то, видимо, бытовые пустые хлопоты. И вот что будет на пороге. Будет он злиться и раздражаться на червовую масть. Кто это? Король или дама червовая, узнаем к концу недели. И это будет либо ближе к концу недели в дальней дороге, либо здесь будут они что-то обсуждать, решать какие-то вопросы за будущее. И успокаивается он свиданием с червовой мастью. Смотрите, либо с дамой, либо с королем червовым. Дальше, смотрите, буду трактовать, как и в предыдущей раскладке, для всех тех, кто уверен, что есть третье лицо в отношениях. Здесь первая позиция для него не меняется, зато для дома, смотрите, здесь вот в ранней дороге будет любезности и чаяния и надежды этой самой дамы червовой. Здесь трактовочка также на сердце у него свидание с вами, чаяние и надежда, и получится какой-то нечаянный большой интерес за себя в разговоре, видимо, с вами. Что было? Также была эта дама червовая со своими любезностями, со своим интересом к нашему королю. Здесь опять же свои эгоистичные нотки, что-то он будет думать, обсуждать, анализировать, планировать, но все это пока пусто. И смотрите, при пороге, что будет вот-вот, а будет он злиться и раздражаться на даму червовую, либо это будет либо к концу недельки, либо будут они обсуждать какую-то дальнюю дорогу, либо вообще жизнь, как складываться будет с дамой червовой, да, вообще как будет ситуация это выправляться, ситуация треугольника. Успокаивается он свиданием с дамой червовой. Но это для тех, кто точно и конкретно уверен, что есть третье лицо в отношениях, есть измена. И, дорогие двоечки, это был вариант для вас. Я желаю вам, конечно, благополучия, счастья, здоровья. Будьте счастливы, берегите себя, берегите своих близких. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а я перехожу к варианту номер 3. И вариант номер 3, король червовый. Партнером я назначила к нему даму Треф. Итак, заходит он в период с неким королем трефовым и со своими любезностями к этому королю. Дальше там будет уже разговор с этим королем трефовым, но разговор будет какой-то неприятный, либо для него какой-то такой раздражительный, будет он злиться на него сильно прям. И также будет свидание с неким королем казенным. Смотрим дальше. И третий вариант, король червовый. На сердце у него какой-то нечаянный интерес короля бубнового. И также как получение какой-то некой крупной суммы денег, либо очень важных бумаг. И под сердцем казенный король. В голове хлопоты трефового короля, но злиться он будет на него и раздражаться. В ногах хлопоты бубнового короля, разговор с бубновым королем и свои хлопоты. Либо бубновый король будет хлопотать, чтобы встретиться с нашим героем червовым королем, и за разговор с ним будет хлопотать. Что было? Было свидание с королем бубновым через любезности короля бубнового, но раздражает он нашего короля червового, злится наш король червовый на него. Также, смотрите, в этом свидании он мог получить, во-первых, узнать какие-то сплетни, разговоры, такие какие-то неприятные, и какие-то, возможно, мелкие денежки. Либо свидание было за деньги, но такие не крупные. Также получил нечаянный интерес за свои чаяния и надежды, прям такой вот сильный, большой интерес. И
он, наш король, с интересом, с большим к королю трефовому. Либо король трефовый со своим интересом или будет хлопотать за интерес нашего червового короля. Также смотрите, здесь вот в прошлом также могут быть любезности некой бубновой дамы. Кто это, решать вам. Скорее всего, даже это и были любезности этой некой бубновой дамы. Но раздражался он и злился на нее, была с ней встреча, но такая, я так понимаю, не сильно приятная. Либо эта дама рассказала ему какие-то новости, тоже не сильно приятные, какие-то сплетни. Смотрите, будет бубновая дама, будет он на нее злиться, сильно прямо раздражаться в ранней дороге. Также здесь будет какие-то новости он получит, либо от бубновой дамы через ее чаяния и надежды, какие-то хлопоты, либо получит он новости, бумаги от бубнового короля. И будет, смотрите, дальше любезности здесь трефового короля к нашему червовому королю. И главная интрига недельки – свидание с трефовым королем. Будет он переживать за это свидание. И свидание у него будет с бубновой мастью, скорее всего, с дамой бубновой. Но она ему пусто. Все это свидание, все это пусто для него пока. Смотрим дальше. И третий вариант, последняя окончательная трактовочка и для него. Переживание и злость, раздражение на какой-то свой интерес, на себя. Видимо, где-то наш король накосячит, либо будет сильно-сильно переживать за какие-то свои интересы. Для дома. В доме у него разговор с неким казенным королем и также разговор с трефовым королем. Как еще это может быть, что к нему, возможно, в гости приедут и бубновый король, и король трефовый, и король казенный, смотрите. Также здесь может быть в доме, смотрите, разговор с бубновой дамой. В общем, как-то все смешалось в доме Обломовых. Смотрите, там и короли, и дамы, и разговоры с ними. В общем, все в куче. Какая-то прям активная неделька у нашего короля червового на гостей и на какие-то контакты с людьми. На сердце у него какие-то новости, какие-то бумаги он получит за себя в ранней дороге и будет почему-то злиться, будет недоволен. Смотрите, здесь он на себя недоволен, на свой интерес, и на сердце он недоволен, злость на какие-то бумаги. Что-то как-то на этой недельке ему, видимо, не везет. По принципу, что такое не везет, и как с этим бороться. Что было? Был король бубновый, смотрите, со своим интересом, и свидание с королем трефовым. Смотрите, здесь все короли у него смешались. Все короли, что есть, все у него повыпадали. Тут какая-то активность, видимо, с какими-то коллегами, друзьями, бизнес-партнерами. Что-то они будут решать, что-то делить. Также здесь в прошлом он мог получить какую-то крупную сумму денег, либо бумаги от этого казенного короля. Какие-то, видимо, были переговоры, смотрите. Что будет? А будет дама червовая, и получит он от нее какой-то нечаянный, большой, крупный интерес. На пороге. А на пороге дама бубновая будет хлопотать за нашего червового короля и трефовый король. Также здесь может быть, что бубновый король будет со своими чаяниями и надеждами и будет хлопотать за свои чаяния и надежды. И смотрите, трефовый король. В общем, опять одни короли вокруг нашего червового короля, а его партнер, дама треф, так она и не выпала. На этой недельке он будет занят, видимо, только собой, своими интересами, своими делами. Что-то он прям будет переживать за себя, что-то у него не будет получаться, либо будет получаться, но очень сложно, так вот со скрипом, с большим. И успокаивается он хлопотами дамы червовой. И, дорогие троечки, это был вариант для вас. И я желаю вам на этой недельке всего самого хорошего. И вообще, конечно, не на этой недельке, а вообще в целом.
благополучия, счастья, любви, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я со всеми прощаюсь. Увидимся в других моих видео. Всем была рада. Благодарю, что вы были со мной, что вы интересуетесь моей работой. Всем пока-пока.